Нет, но это уже ни в какие рамки. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, на какие продукты сразу после Нового года возросли цены. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. Дорогой помол, в Таджикистане выросли цены на муку. Экономисты говорят, подорожание связано с внешними факторами. В Таджикистане цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта импортного производства достигла 290 самани. Мука является одним из основных продуктов питания в Таджикистане, и скачки цен на нее сильно бьют по карману населения. Стандартный мешок импортной муки первого сорта, который еще 2 недели назад стоил 275 самани, сегодня подорожал до 290 самани. Ежегодные потребности Таджикистана в пшенице составляют 2 миллиона тонн, из которых около 1 миллиона покрываются за счет внутреннего производства. Районы на молоке с зеленью или орехами. Лепешки для таджикистанцев едва ли не главный продукт. У местных жителей даже есть пословица «мясо без лепешки – не мясо». Таджикистан увеличил импорт муки и пшеницы с начала текущего года. Об этом сообщили Авеста в Министерстве экономического развития и торговли страны. По данным источника, за 11 месяцев прошлого года импорт муки по сравнению с показателями 2020 года снизился на 30%. По данным источника, за указанный период этого года в республику поступило свыше 54,5 тысяч тонн муки на сумму более 15,5 миллионов долларов. Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь еще недавно Эмомали Рахмон выступал с посланием к парламенту и рассказывал, как жизнь будет налаживаться. Но сразу после Нового года начали расти цены. Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. За этот период отмечен рост объема импорта пшеницы по сравнению с показателями 2020 года на 3,8% тонн. В январе-ноябре прошлого года в республику завезено свыше 970,5 тысяч тонн пшеницы на сумму более 231 миллиона долларов. Основным поставщиком муки и пшеницы на таджикский рынок является Казахстан. По данным источника, к настоящему времени порядка 90% внутренней потребности Таджикистана в муке удовлетворяется за счет отечественного производства, переработки. По данным Министерства сельского хозяйства страны, за 11 месяцев прошлого года в стране произведено более 1,5 миллиона тонн зерновых, в том числе 859,8 тысяч тонн пшеницы. Как вы относитесь к тому, что правительство ведет какие-то интрижки, договаривается с другими странами, берет кредиты, а по факту просто не может обеспечить население мукой? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!